Ну, я 1951 года рождения, как закончил школу в Верхнеблюдском Улусе Далыра, поехал в Благовещен, Самурская область, поступил в военное училище, высшее военное училище, по окончании получил диплом военного инженера по эксплуатации автомобилей и гусечной техники. Позже я служил там в городе Хабаровске, потом на Сахалине, потом в Москве. Там в Москве закончил военную академию Фрунзе, получил высшее военное образование, потом поехал в Казахстан, там служил. И после Казахстана приехал сюда по приглашению Совета министров СССР системы гражданской обороны. И вот я работал в системе гражданской обороны, и потом, когда перестройка была в 1991 году, председатель Верховного Совета Якутии Михаил Ефимович Николаев меня пригласил на работу в Верховный Совет. Я уволился в вооруженных сил, где служил более 20 лет, и перешел работать в Верховный Совет. Он был председателем Верховного Совета. А потом это изменение законодательства и так далее, он стал президентом. Я в это время перешел работать в Институт экономики, старшим научным сотрудником. И потом с этого института меня вызвал Михаил Ефимович, будучи президентом, и назначил главой администрации Верхнеблюдского Улуса. Работал главой администрации Верхнеблюдского Улуса. Ну, у нас Улус называется, это район. И вот когда работал главой, и там у нас вопрос стоял создание акционерного общества «Алмазы России». И когда вот этот был секретный указ Ельцина, и вот из-за того, что районы, которые содействовали добыче алмазов, они были ушемлены. Вот поэтому я, будучи главой администрации района, поставил вопрос, чтобы районы были соучредителями. Ну, там многие не согласились. Потом из-за того, что я письмо написал Хазбулатову и вот это всеми инстанциями и так далее, Ельцина в том числе, и пришлось рассекретить указ Ельцина. Из-за того, что Хазбулатовым они были не очень хороших отношениях. И я-то не знал это, а просто получилось, использовали этот момент, и приехала очень большая комиссия, вызвали всех глав администрации, которых я перечислил, которые должны были соучредителями «Алмаза России» и алмазников, и мы добились изменения названия «Алмаза России» Саха, и сейчас называется «Алроса», и потом поставили вопрос, что вы включили 7 районов с учредителями. Ну, конечно, алмазники не соглашались, но потом пришлось им согласиться, и еще включили 8 район Ленский. Но Ленский район это просто база для алмазников, а там у них воздействия алмазодобычи и так далее нету. И вот поэтому мы согласились на 8-й Улус, и потом в то время Чубайс был очень большим начальником, и он полностью экономики и финансов в основном возглавлял Чубайс. И от его имени приехал его заместитель, и мы добились учредительства вот это 8 улусов. И вот это подписано было, и все этот договор был заключен на 25 лет, и имущество и так далее, прочее были в пользу Республики Саха-Якутия и интересов алмазных улусов. И вот поэтому сейчас до сих пор они 8 улусов получают дивиденды, и в том числе Республика Саха-Якутия. Я вот почему досконально остановился, потому что это вопрос как раз в ходе атомной станции будем повторять.
И позже я потом был приглашен Михаилом Павловичем сюда и создал Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, работал председателем этого комитета. Потом избран был депутатом Государственного собрания, вот это парламент республики, работал там на освобожденной основе по вопросам экологии, так, природопользования и так далее. Там все полностью экономическое законодательство республики. Потом более 10 лет работал энергетикой, Якусэнерго, и вот эти энергетические вопросы полностью знаю, как 5 пальцев. И вот, работая Якусэнерго, перешел к выводу, что очень много у нас потерь энергетика, потому что это далеко передается электрическая энергия, и очень много потерь, и потери особенно вот это даже локальным, да, вот это северных районов, где дизельная электростанция до 30%. Это только локально. А так должно быть не более 20%. И вот поэтому мы решили, давайте найти какие-то альтернативные решения. Мы предложили тогда вот использовать солнечные электростанции, ветряные. Но прежде чем использовать солнечные ветряные электростанции, мы предлагали и правительству, чтобы создать какой-то полигон и сперва испытать. И наука тоже, такое у нас предложение было. Но это наше предложение не было принято. И сказали, давайте Якусэнерго, у вас деньги есть, и давайте сами создавайте. А Якусэнерго денег не было, это 90-е годы и так далее, прочее. И пришлось это за свои деньги, и вот при помощи своих единомышленников мы создали вот этот полигон. И 2008 года мы здесь проживаем. И в течение вот 5 лет мы испытали это солнечное, различные панели и оборудование для солнечной электростанции. У нас 2 ветряка было, один ветряк вот большой, там стоял, но из-за того, что здесь последние годы стали сильные ветры, более 30 метров в секунду, и вот у нас ветряк сломался. И второй ветряк у нас и здесь стоял, и вот в прошлом году, да, Дима, или за прошлом году, тоже у нас ветер был 35 метров в секунду, и тот маленький ветряк тоже сломался. Но получилось, что ветряная энергия вообще по всей Якутии, в том числе Тикси, они вообще экономически невыгодны. Поэтому мы специально среднемесячные показатели погоды собрали из Росгидромета. И здесь, как видите, вот этот ветер для ветряной электростанции, вот, например, вот Тикси, да, вот 4, 5,5, 3, 6 и так далее. А чтобы экономически выгодно было для работы ветряных установок, нужен от 8 до 21 метра в секунду скорость. А в Тикси нету такого ветра. Даже в Тикси. А такой ветер только где Голдстрим. Постоянно. Вот поэтому вот это ветряные электростанции и Тикси и так далее, там это коэффициент использования где-то там 3,5% и так далее прочее, а должно быть хотя бы 80% или 85% и так далее прочее. Дальше. По солнечным электростанциям мы еще в 2012 году пришли к выводу, что солнечные электростанции во всем мире, мировой практике, они по той технологии, которая сейчас во всем мире используется, они экономически невыгодны. И в ближайшие годы не будут они выгодны. Везде. Дело в том, что первое, самое главное, не решен вопрос аккумуляторов. Аккумуляция. Аккумулятор, как был создан в 1865 году, это как гальванический элемент, и больше никто ничего не изобретает. Полностью начинает менять, там что-то добавлять, там вот внутри аккумулятора
место ну, дополнительно кислоте и так далее. И вот поэтому разные там названия там дают. Цена увеличивается, стоимость, увеличивается вес, и объем не увеличивается. Вот поэтому аккумуляция не решена. Это первая проблема. Вторая проблема. Вообще, чтобы там эта солнечная электростанция энергия использовать хорошо, да, чтобы солнечные лучи должны подать под 90 градусов. Все время. Значит, у нас солнце выходит отсюда, потом идет вот по кругу до сюда. Значит, все время вертеть надо. Дальше солнце вверх идет, потом вниз идет. Значит, вверх-вниз надо. Две степени свободы. Вот поэтому, если автоматически делать вот это для солнечной панели и регулирования на две степени свободы, да, эта солнечная станция становится самоедом. Дальше. Солнечные вот это панели, они ежегодно теряют свою мощность на 5-8%. Вот представьте, уже через 12 лет целые гектары вот этой солнечной панели надо менять. Дальше. А как утилизировать вот это целые гектары-то? Самое главное, это утилизация. Вот когда у нас разговор пойдет по атомной электростанции, да, там проблема не в том, что там добыча и так далее и прочее. Вот он и скажет, Андрей. Проблема-то отходу куда деть-то? И солнечные электростанции, и, кстати, ветряной тоже. Вот ветряная станция, например, выработала свой ресурс, да? Как утилизировать, например, это лопасти-то? Большие такие-то. Опять нет решения. И там начинается. Поэтому надо всегда рассматривать отхода. Оттуда сзади надо идти. Куда как. И получается у нас это солнечные тоже мы... Даже вот солнечные дни мы посчитали. У нас в Якутии бывает это зимой вообще это полностью солнце не выходит. Полярные ночи называется. А вот это летом такое время полярные дни. А вот когда полярные дни это солнце много, но электричество-то для отопления и так далее, это не нужно же. А зимой, когда полярные ночи, а там как раз электричества надо очень много. Все наоборот. Вот когда вот начинаем рассматривать вот это солнечная энергия, да, и вот начинают они рисовать, что это солнечная энергия, там очень выгодно и так далее, если суммировать. Если делать эту сумму, очень много там. Так? А если так рассмотреть, вот это солнце выходит и потом вот идет вот сюда и так далее и прочее, и по месяцам. Если суммировать вот это, суммировать, вот некоторые говорят, Кавказ, да? Кавказ. Ну где-то, ну скажем, там это где-то 60. Якутия, даже больше, где-то 70 даже. Получается больше Якутии. Но Кавказа солнце-то вот сюда выходит, и потом здесь заходит. И сумма такая же, как сумма Якутии. А Якутия-то вот это вот так. Дальше, если по месяцам смотреть, тоже может быть даже выйдет Якутии больше, а Кавказа меньше, да? А на самом деле это получается полярные ночи, там это почти нету ничего, а полярные дни очень много солнца, а сумма получается вот так много. Вот поэтому практически они нереальны. Дальше. Поэтому, когда вот это в 2019 году я докладывал в Владивостоке перед энергетиками и учеными по энергетике Тихоокеанского региона, симпозиума, и говорил, давайте искать новые источники энергии. Другой. И потом американцы и японцы подошли и говорят, ну у вас, наверное, из-за того, что вот эта методика неправильная, вот поэтому у вас получилось, что солнечная энергия у вас это невыгодна. Я говорю, такое быть не может, потому что сейчас
солнечная энергия и ветряная энергия, они субсидируются. Если вот это Слушайте, ну субсидирование... извините, но уже давно не так. Да, Простите. Можно я скажу? Я понимаю, что крайне невежливо прерывать. Это сейчас... Но вы говорите вещи, не соответствующие действительности. Это плохо. На данный момент по проектам, конечно, не в Заполярье. Турция, Австралия, Южная Америка, не помню какие страны, стоимость солнечной энергетики на шинах станции около 2 американских центов за киловатт-час. Без субсидий. Проекты, я могу, если будет интернет, я вам пришлю данные. То есть за то время, с Андрей, 2005 потом года. это послушаем. Я вашу Ну вот просто эту не лекцию... надо говорить то, что не соответствует реальности. Да, я это ваши лекции знаю. Это не моя лекция. И проблема утилизации солнечных панелей, отслуживших свой срок, в общем-то не стоит. Честное слово. Но... Проблема утилизации солнечных панелей столь же сложна, сколь утилизация компьютеров. Не, мы будем слушать вас, Андрей. Слушайте дальше. И дело в том, что вот этот суммарное, вот этот, это показатели использования сложной энергии, это надо на каждый регион по отдельности. Дальше. Значит, таким образом, солнечная энергия и ветряная энергия, они зависимы от погоды, от природы и так далее, прочее. И вот поэтому, когда вот это, в эту зиму Соединенные Штаты Америки очень большие холода были, да, вот которые перешли почти на 100% на солнечные, что они делали? И вот до сих пор не знают, что делать-то. Вот такое. Я вам потом, Андрей, вам дам слово. Дальше. Ну, может, обсудим регламент тогда все же? Я не понимаю, что происходит. Можно мы договоримся, как мы время будем проводить? Кому сколько слова? Можно ли обсуждать? Андрей, у нас вот это Батагая, где вот это заполярный круг, да, там построили мегаваттные солнечные электростанции. И они вошли в книгу Greenpeace. И вот сейчас собираются там построить 4-мегаваттные. КПД, вот это солнечный, вот это, который Батагая, да, 0,0 такой-то. Вот в чем дело. Солнечная энергетика бестопливная, у нее нет КПД. КПД это когда у вас есть топливо и какую часть энергии вырабатываем в Андрей, топливе. мы найдем. Ну нельзя настолько не Андрей, говорить. найдем мы этого. КПД есть или нет? Нет, есть КИУМ, есть Андрей, другие характеристики. Андрей, проживет вот это Батагая, да, будет знать зимой, что такое КПД и так далее, прочее. Ну, идем дальше, давайте. И вот поэтому в 2012 году мы перед учеными поставили задачу. Надо найти источник электрической энергии, который дешевле и дизельной электростанции, и солнечной, и так далее, прочее, в условиях Якутии. И когда вот это начали рассматривать, нам предложили атомные электростанции. Вот ваш как раз конек сейчас. Атомная электростанция работает на уран-238. Туда добавляют нейтрон, и туда получается уран-39, и идет цепная реакция и так далее, прочее. И до постоянно плутония, постоянно уран-235 и так далее, прочее. И вот когда я работал на Чернобыльской атомной электростанции, у академиков, в том числе у Беликова, спрашиваю: Евгений Павлович, а вы почему вот это для электростанции, для получения электрической энергии используете такую цепную реакцию, когда можно не использовать цепную реакцию? Он говорит: а какую? Ну, давайте вот этот распад. Вот как раз конек вот этот Андрея. Распад. Давайте. И они начали мне, вот это академик Беляев, может, вы встречались с ним, Спартак Тимофеевич был такой, сейчас его нету. Был большим директором Большого института Новосибирска ядерной физики. И он как раз занимался вот это новой энергетикой, чем уран. Но он занимался ториевой. Вот ториевая энергетика. Уран-235, туда опять добавляют нейтрон и так далее, прочее, и пошло, и потом опять получается вот это постоянные изотопы. Я говорю: Спартак Тимофеевич, это тоже не подходит, потому что опять получается здесь отход, и куда девать этот отход? Вопрос в этом. Поэтому
если рассматривать вот это, что такое вот это атом, нейтрон, протон, электрон, позитрон, нейтрон, антинейтрон и так далее, прочее, тогда можно идти совершенно по другому пути. Давайте, говорю, использовать уран-235. Есть такой уран. И как раз, если там вперед идти, вот как раз на этот иритиум-200 используется уран-235. Но ритмом, вот который мы прилагаем сейчас, атомная станция микро-мини мощности, кроме вот это топлива уран-305, у нас нет общего. Вообще другой принцип используется. Вот что за этот принцип новый? Мне предлагали, давайте водород использовать и так далее, прочее. Андрей, вы немножко успокойтесь и посмотрите, как физик именно формулу. Надо, сейчас подожди, я дам слово. Вот, я как хозяин, давайте я договорю, потом вы скажете. Дальше. Давайте рассмотрим вот этот, который предлагает термоядерной энергетики. Это когда дейтерий и тритий, вот дейтерий и тритий используются, энергия и здесь меньше, чем уран-235. И это называется синтез. И когда вот этот выход нейтрона, уран 235 нейтронов везде 92, а протонов вот это, которое отсюда уменьшается. Вот на этой основе основано вот это наше предложение атомной станции микро-мини мощности. Дальше что это такое? Дело в том, что в Якутии используются дизельные электростанции. У них мощность самая максимальная, которая используется, у нас 1,5 мегаватта. У нас холод. Вот поэтому из-за того, что холодно и так далее, прочее, давайте мы рассмотрим, как используется именно батагай. 6 мегаватт максимум зимой. Но там не стоит станция на 6 мегаватт, а стоит там 12 штук. 1 мегаватт и так далее, прочее. Много там станций, около 10 станций стоит. И вот эта схема, электрическая схема, вот деревни, вот этот по фазам передают и так далее, прочее. И работает, например, 6 штук. И они выдают 6 мегаватт. Это не говорит, что 6 мегаватт установить надо. Оно надо установить, вот это 1 мегаваттное. Вот поэтому вообще арктической зоны Якутии ни одного места нет больше 1,5 мегаватта. Дальше. Вот когда вот сломается, вот это 2 штуки, например, резерв, но плюс 2 штуки, например, стоят, резерв, это называется и ремонт и так далее, прочее. Вот они меня, вот что такое, вот что это такое для такого Верхоянска, где вот это минус 62 градуса Цельсия в зимнее время. И вот поэтому мы все полностью посчитали, сколько деревень, какие деревни и так далее, прочее. Самое маленькое, которое используется, это 15 киловатт. 15 киловатт. Значит, нам в Якутии нужно от 15 киловатт на 1,5 киловатта. И Министерство атомной энергетики сейчас Росатом. Дальше Министерство Минэнерго нам говорят, атомные станции малой мощности, вы знаете, ну вот это для присутствующих говорю, атомные станции малой мощности, это когда меньше 300 мегаватт. А больше, это называется АЭС, атомные станции.
И вот они говорят, вот они, если меньше 15 мегаватт, они экономически неэффективны и технически не решены. А нам-то нужны 1,5 мегаватта всего, максимум. Вот поэтому задача была вот это, когда я собрал атомщиков Росатома, и вот это военно-промышленный комплекс, задачи ставил им как бывший их начальник. У меня все были подчинения. Поставил задачу, вы давайте вот это все, вот этот синтез и так далее прекратите. Это теория, это будут они долго еще работать. Давайте дальше, вот этот, который вот это отходы делает, вы тоже прекратите. А вот этот отход, который выходит уран-235, давайте как использовать. Почему Чернобыль получился? Почему, например, Фукусима получился? Потому что когда вот эта реакция идет, выходит ксенон, отравление делает, йод выходит, Самары, Прометей и так далее, прочее. Вот они взрывают. Давайте вот это, когда постоянный изотоп уран-235, который все прошел, давайте использовать. Но вы не используете по этой системе, ториевой системе, а используется по-другому. А как использовать по-другому? Это распад только. Но дело в том, когда распад делается, у нас головы все переходят у всех ретяг. Вот Валентина знает, в Якутии у нас было около 1000 ретягов. Я лично вывозил эти ретяги, знаю эти ретяги. Дальше ретяг, вот это Курчатовский институт, с ним 20 лет работал, чтобы КПД вот это, КПД электрический, был выше 5%. Они 20 лет бесполезны. А дизельные электростанции, сейчас КПД имеют даже некоторые 70%. Вот до чего надо дойти до этого. Ну хотя бы американцы дошли до 15%. Но эта изотопная энергетика, это вот, может вы сами представить, берут, например, балбах наш, да, берут вот реактор туда, засыпают и все. Вот это реактор у них. Нельзя так делать. Мы предложили этот физико-энергетический институт в области, ученые. Единственная лаборатория, которая начиная с 1945 года занималась малыми электростанциями. Единственная лаборатория в Советском Союзе. Я нашел эту лабораторию, общий язык нашел с ними и говорю, давайте вот новые вот такую, вы знаете же, что такое вот это, делайте. И они в 2017 году вышли совершенно другой энергетики. А американцы что делают? Они берут атомную станцию большую, уменьшают по размеру, получается все вот такая же. Ну зачем это-то? И вот это и ритм тоже почти такое же, хотя уран-235 тоже вот такая, опять взрывоопасная. Вот наша станция, которую я вот предлагаю. Вот макет они. А макет это хотя деревянный, да? До этого макета, чтобы дойти, вот это этапы надо пройти. Вот это идея, потом теория, это физика, химия, термодинамика, гидродинамика, теплофизика, металловедение и так далее и прочее. Теория относительной Эйнштейна, квантовая механика, ядерная цепная реакция, быстрые нейтроны, медленные нейтроны и так далее, прочее, эксперименты, НИР, НИОКР, концепции. Мы сейчас в этом этапе, вот и здесь дошли. Американцы, вот и здесь они. Сегодня, через 3 года, они дойдут до этого. Об этом, это совершенно другая энергетика. Но здесь работает, это единственная лаборатория. Но когда я вот это написал, Кириенко, Фурсенко и так далее, все мои письма передают у Росатом, а там сидят и все, начиная от генерального директора радиофизики. А потом директор института, это физико-энергетического института, это большой теоретик физик. Но он энергетику вообще не знает.
И вот электрическую схему, вот это когда рассказывает, это вообще для него как этот детский сад. Гордеевский. Наконец-то его в прошлом году сняли. Наконец-то. Но там-то остались все Гордеевские, его друзья Ташинские и так далее, прочее. А они 50 лет назад создали вот такую, так называемую СВР. Свинцово-весный быстрый реактор. Я говорю, это Ташинского. Быстрый реактор, это совершенно другое, это опасность, опять взрывается. Давайте медленные нейтроны использовать-то. Это совершенно другой спектр нейтронов. Но ему 90 с лишним лет, он 50 лет назад вот как зациклился, и все до сих пор ведут. Я говорю, Георгий Павлович, Чернобыль был в 1986 году, взорвался. Фукусима 2011 год. Расплавилась. Взрываться не взрывалась, но расплавилась. Но там мог топлива. И вот сейчас наши создают Брест-300. Слышали, наверное, да? Мог топлива. Ну это дурость вообще. Вот даже я сейчас вот КНКМ знаю, кто такой это МОК и так далее прочее. Ну что такое? Когда вот начинаешь разбираться этими физиками, ядерщиками, потому что для создания атомной станции вот сколько надо науку знать, поэтому создатель, вот генеральный конструктор, вот где-то здесь написан, вот этот человек, он должен знать только. Вот это все собрать-то. Вот поэтому я работал начальником штаба оперативную группу особой зоны укрытия внутриатомной станции Чернобыля-то. У меня там это каждый день под вас академиками там разговор был, но я там разговаривал, да или нет, и все. Вот такой разговор был. Вот поэтому до сих пор Велихов, я звоню, Евгений Павлович, надо переговорить. Приходить. Все совещания, все бросать и разговаривать. Потому что я с ним разговаривать буду не более 3 минут. Я никогда 5 минут не разговариваю. Дальше. Вот наша концепция, сейчас вот эта концепция, вот это лежит у нас. Не так просто мы вот это говорим. Вот это разработана эта концепция, вот это лежит. Но эта концепция из-за того, что мы здесь не раскрываем, это так называемое ноу-хау и так далее, прочее, и здесь технические вопросы. Но для простого человека мы написали. И вот поэтому некоторые эксперты говорят, а вы где-то взяли чего, так далее, прочее, там начинает там такое отрицательное экспертизы делать. Но когда в конце приходит, если он физик-атомщик, который занимался, да, именно атомной станцией, вот так, начиная вот до конца. В конце пишут, у нас возражение только, как будет работать в автоматическом режиме. Все. Никаких возражений. Ни по техническим частям, ничего. Поэтому мы в 1918 году приняли участие в научно-технической конференции теплофизика реакторного поколения. Доклад отправили за 6 месяцев вперед. Все читали, рассматривали и так далее, прочее. Ни одного возражения. Поэтому, когда мы вот это докладываем из специалистов, которые именно создают атомные электростанции, вообще по реакторной части у нас вопросов нету. Никого. Я говорю, давай формулу напишите, если вы говорите там это что-то неправильно. У нас вопрос остался только вот преобразователи. Да, наш преобразователь в мире нету. Такой теории даже нету, кроме России. Это Бауманский университет 1930 года. Ведут, но они теорию написали, но практики до сих пор нету. Это замкнутый преобразователь называется. И вот когда начали разбираться, и вот и здесь один эксперт нам написал там это, у вас там что-то там здесь вопрос и так далее, прочее. Я им говорю, мы, конечно, здесь все не пишем, но замкнутый, который и мы предлагаем карнатизированный.
Это совершенно другая теплофизика, термодинамика и гидродинамика. Потом он согласился, да, замкнутый ГТУ и карнетизированный ГТУ совершенно разные. А мы пошли дальше. Предельно карнетизированный. И мы дошли вот и здесь. Вот и здесь мы дошли. 50% КПД. Это мира нет таких. И вот когда вот это начал слушать, это Андрей, я говорю, давайте делайте независимые экспертизы. Курчатовский институт, который ни Академия наук не входит, ни в Росатом не входит, давайте. Всех наконец-то вот это во время пандемии 2 апреля собрал и всех Курчатовского института независимого вот это эксперта. Никияк, который вот самый большой, вот который атомная энергетика, вот эта станция, вот это все, Никияк, кроме Никията вряд ли кто знает. Даже ФИИ не знает. ФИИ вот это до суда может делать. Вот. А дальше Никияк только знает. Все пришли и сказали, вот эта красная часть у нас вопросов нет. Все. Как соединяется вот это преобразователем? Нет у нас вопросов. У нас вопрос только преобразователи. Теория преобразователя тоже у нас нет вопросов. Вы деньги даем, там министерство одно, которое заинтересовано, говорит, вот деньги, делайте. Но опять ФИИ, хотя вот этот остался новый директор сейчас, Тузов, но этот Гордеевский там советником сейчас, и Тащинский и так далее, который у Дерипаска получил еще в 2008 году 16,5 миллиардов рублей на новые электростанции, они, конечно, до сих пор это письмо не отправили. В этом вопрос. Вот и здесь давайте вот посмотрим, американцы что делают. Мы вот в 2018 году вот этот опубликовали, ну здесь тезисы, вот и здесь, вот это тезис, а еще большой доклад. Но там мы раскрывали так. Но нам пришлось в 2019 году пройти много экспертиз. МИФИ прошли, никаких замечаний нету, а вот автоматический вопрос. Больше нету никаких замечаний. И других таких, это много. Потом, раз так, я собрал бывших всех директоров атомной электростанции, главных инженеров и всех вот экспертов МАГАТЭ и так далее и прочее. Это Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности. И вот это эксперты 2 месяца экспертизу провели, вот это нашей концепции, вот эта концепция. Потом с нами беседовали в течение месяца, я там жил вот это, Диана Васильевна здесь одна стала. Потом протокол оформили и нас представили премия «Глобальная энергия». Это как Нобель. Ну, конечно, Росатом был против. Но нас представили. Глобальная энергия. Сейчас доходим американцев. И вот они, материалы нашли, скорее всего, и вот этот материал, как это представлено в глобальной энергии, да, вот это наше все, наше уже, у нас около 20 вообще опубликований. И сейчас они отказались полностью, уже идет от газоводяных и водоводяных реакторов, Америка, и приняли закон об инновациях и модернизации ядерной энергетики, поддерживая обоими палатами и большинство штатов. Точно такое, о котором я рассказываю. Вот сейчас второй закон должны принять вот на днях. Поэтому они полностью сейчас начинают работать, и в 2023 году они должны закончить опытно-демонстрационный и серийный образец. Но они ТП и ТЭО не закончили. Сейчас в 2019 году
Они должны были закончить в 2019 году. До сих пор не закончили. И не закончат. Вот этот, который мы... И вот, чтобы принять вот это наше предложение, да, мы Росатом предлагаем. Давать ТП и ТАО делать. Деньги дайте, там все стенды есть, и все есть и так далее прочее. Нет, там всего 50 миллионов рублей. 1 год. Через год мы все полностью выдаем. Дальше. Вот поэтому американцы сейчас через 3 года обгонят Россию. Вот сейчас мы доходим до Усть-Куйги. Вот тут патыки. Вот Усть-Куйга. Это правом реки Яна. Вот Дмитрий сидит, он там это вырос на этой Яне. Это горная река. И вот месторождение на левом берегу. И вот в 2019 году к нам приехали вот это Росатом Оверсис и начали там красивые слайды показывать, начиная с первого зампреда республики, все министры и так далее сидят. В том числе Николай был там. Вот. Он не даст соврать. Дальше. Красивая картинка показывая. По энергетической системе совершенно ноль, неправильно. По ядерной совершенно вообще неправильно. Что такое вот этот, раз здесь у нас физик-атомщик, используя это положение, где моя... Ну ладно, это... Пять видов опасности у атомной электростанции и атомной станции малой мощности. Это первое. Это ядерная. Вторая, это взрыв. Третья, радиационная. Четвертая, это химическая. На примере Чернобыля. Пятая, это пожарная. Ядерное. Вот это все боятся, чтобы вот это ядерное топливо потом не использовали террористы и так далее и прочее. Но ядерное, чтобы ядерное топливо, хотя уран 238 или 308 или плутоний 239 и так далее и прочее, а любой вот это когда вот это обогащение меньше 20% по урану, нету такой опасности, чтобы создавать ядерную атомную бомбу, 60% и выше обогащения надо. Дальше. Вот и здесь вот такой ядерной нету. И Чернобыля на самом деле не было. Это не ядерный взрыв. Ядерный взрыв это вспышка и так далее, прочее, ударная волна и так далее, прочее. А там взрыв-то был. И вот пожарная, это есть. Радиационная есть, взрывная есть, у этого речь ведет. А химическая вообще, вот это химическое есть, ну, у этого, Монтопливо, там химическое, вот это Монтопливо, там химическое. Вот в чем дело. Дальше. А это люди там начинают рассказывать сказки, и вам поэтому у них задал вопрос. Вот Николай помнит, наверное. Кто из вас имеет базовое образование по энергетике? Так вопрос был. Посовершались, сказали нет. Все, позже я узнал, все физики, все журналисты, атомщики и юристы-атомщики. Нету. Среди наших министров вопросов это красивой картинки не было. И вот когда вот это ко мне приехал Василий Моисеевич из тех проблем, я вам отправил, это получили, нет электронку.
Я с ним тоже жестко разговаривал. Потому что я говорю, тепло будем давать и так далее прочее. На 700 человек, где 700 человек живет в Усть-Куйбе. А там это тепло, это на пол Якутска. Тогда надо станцию поставить вот сюда, на левом берегу. Я тогда согласен. Да, вот и здесь тепло, там это трасса идет и так далее прочее. Но Василий Моисеевич говорит, не в правом берегу. Я спрашиваю Василий, ну скажи, как это теплотрасса через Яну будет вести-то? Такой, там 195 или где-то это калорий, вот, 170 это гигакалорий в час. Вы что, это пол Якутска же топить можно. А как это? Потом одного переставил, как атомщик, когда начал разбираться вот этой формуле. Он ничего, ни А, ни Б. Оказывается, он химик. Ну нельзя так это смеяться-то. Надо, это судьба людей же. Дальше идем. И так и закончилось вот это наше сборище там и так далее прочее. Я даже не сказали, кто будет выступать. С одной стороны, я плохо слышу, о чем они говорят. А Николай рядом сидел, он и специально мне перевод не делал. Ну, это шутка, конечно. Ну там он не может же громко там сидеть, мне в ухо кричать. И все сказали, что это такое. Это, с одной стороны, некультурно. Так, и когда сказали, кто будет выступать. А толку там выступать-то? Я не стал выступать. Так, да, Николай? Все, встали, ушел. Потом в выходе подошел это Олега Владимировича, который вот и все это толкает, да и сказал, Олег Владимирович, хотя это по Керманову у вас финансист, но он президент этой компании. И в свое время он руководил Ижорским заводом Санкт-Петербурга. Это самый большой машиностроительный завод, это у Росатома. Он это руководил. Передайте вот мое письмо. Передал или нет, не знаю. Скорее всего, нет. Дальше. И здесь 57 мегаватт. Во всех документах и пишет, вот вам, наверное, дадут не менее 55 мегаватт. Там везде в документах написано, не менее 55. Я говорю, что такое это не менее 55 мегаватт? 1 гигаватт, это тоже это не менее 55 мегаватт. Что там, это хотят этот РБМК поставить, что ли? Под названием 200Н. Нельзя так документы делать. Дальше, когда приехал Матвей Евсеев, я говорю, вот 57, он говорит, нет, здесь 306 и так далее прочее. Я говорю, Матвей, ты откуда взял это 306? Я всегда разговариваю, имея документ. Не имея документ, я ничего. Ну, хотя бы газетную статью. Через неделю, через несколько дней получаю Якутскую вечернюю газету, и там опубликовали о приезде Трутнева. И там написано, Трутнева рассматривал такие вопросы, и потом в конце. И использование вот этой атомной энергии в Усть-Куйбе, и там это недропользователь будет пользоваться 306 мегаватт. Вопрос сразу. А где 20 мегаватт, а? Никто этот вопрос не задает. Я вот как энергетик, который работал именно практически, да, знаю, куда это будет. Вот в чем вопрос-то. Дальше. Ну ладно, не будем это рассматривать эту формулу и так далее, прочее. Давайте там обычное. Воды набрали, там 3260 тонн в час. Но сейчас атомные станции в основном все работают оборотной воде. Но 3250 тонн в час вода дает пар и подает на тепло. А там всего 700 человек.
120 домов. Дома-то меньше, вот это даже моя холома. Остальное куда? Пар. Вот этот Дима придет и скажет, все, Арктику бы этот растопили этим горячим паром. Ну, это простой вопрос спросит-то. Ускуйга человек. И вот поэтому ускуйгунцы против вот этой там станции, они-то не знают эту формулу. Выход какой? На этой станции интерес очень большой. Почему-то вот такую станцию не поставили до сих пор, и даже плывучую, как академик Ломоносов, в Лючанск. Вы знаете, Андрей, да? Да, Это самая большая база военно-морского флота у нас в России. А почему не ставят? Понятно. Потому что ненадежно Вот и откуда дорого. надо начинать? Военные не хотят. А при чем тут вот 700 человек хотят, они это, Хороший вопрос. тепло давать и так далее и прочее. Поэтому, раз интерес большой, я вообще не трогаю это. Вообще не хотел трогать. Но потом смотрю там обсуждение типа долой атомная энергетика, только давай возобновляя источник энергетики, солнце и так далее прочее. Есть вот эту зиму у нас было 60 градусов. Ага. Вот и здесь. У меня был здесь японец, когда он был 57 градусов было. А потом, когда 58, всего на 1 градус. Это ужас был. 57 градусов, что можно было так еще ходить и так далее, по-быстрому туда-сюда. 58, это уже все. А что такое 60 градусов, это вообще ужас. А этот проектной документации написано до минус 68 градусов Цельсия. Мы, вот Диана Васильевна, уже несколько лет японцев испытываем. Вот сапоги стоят. Японцы до минус 60 градусов довели. Вот японцы, вот углу стоят. Это ужас, это когда холод. Вот поэтому, как человек, который ликвидировал аварию на депутатское в 1993 году, там главу Луса топором вот до минус 60 градусов, это искусственное. Вот мы занимаемся тем. Вот поэтому мы знаем, что это такое холод-то. Нанотехнологии. А так вот это вряд ли. И вот предлагаю что? Ну вот, приедет или нет, мы пригласили переслать правительство. Приедет или нет, это его дело. Это не мое дело. Нет. Приедет, хорошо. Я ему расскажу, что это такое. И вот сейчас, чтобы там это противостояние такого между научным кругом, которые хотят продавать вот эта станция, вот это, она готова. Это реактор готов, стоит. 2 штуки стоят. Где стоят, даже могу сказать. Вот это хотят они. Это называется, вот здесь у нас торговцев нету, который вот это на складе там лежит там несколько лет. Как называется? Вот? Не ликвид? Не отоваренный товар. Да. Вот этот продают они. Вот поэтому в Лючанске почему-то не устанавливают. И не будут устанавливать. Академик Ломоносов сейчас без дела стоит там. Нету потребителя. Так, Андрей? Так. И будет стоять. Не будет потребителя. И вот у Росатома совещание было 5 лет назад. Они рассматривали без арктической зоны, вот если там карта России делать, вот арктическая зона России. И здесь новая земля и так далее прочее. Самый большой комбинат они желают строить в новой земле. Там потребность на 30 мегаватт. Самая большая потребность, такое элементарно.
Но даже если 60 мегаватт, да, 60 мегаватт, то установи вот этот 10 мегаваттных, 6 штук. Ну, получится 60, еще поставят 2 штуки резерв и так далее. Вот это АСМЕ, атомная станция это микромощности. Дело в том, это совершенно другая энергетика с одной стороны, совершенно другой подход ядерной энергетики. Дальше, это вообще не взрывоопасно и так далее против. Вот радиационная установка как НРБ. НРБ для этого рентгенаппарата. И вот поэтому вот это Трамп выходил этот своим атомщикам и говорит, у меня это как небоскреб, для обеспечения небоскреба атомной станции делаете. Он сразу понял, как строитель. И потом, когда мы начали разбираться, а сколько там потребляет небоскреб один, оказывается, не более 10 мегаватт. Потом, когда мы делали электрические схемы, да, оказывается, можно делать 1,5 мегаваттных. Почему я все время говорю 1,5 мегаватт? И здесь реактор совершенно другой. Вот, например, 15 киловатт. Изотопный, но типа похожий, вот это стоит. Изотоп, но не навалом, который там туда засыпали, а как у атомной станции здесь, Твели. Но это совершенно по другой технологии здесь. Но это уже давно используется вот это Росатома. Но давайте все рассекретить, я говорю, рассекретить все, дайте вот это народному хозяйству. Вот, где преобразователь совершенно другой. Вот поэтому стоимость этого вообще другая. И это 3-тонный контейнер входит. Вот это. А это входит 20-тонный контейнер. Все. Зацепил вертолет, побьет. А это сколько тонн? Вот и здесь написано, там 1100 тонн. Вы представляете эту махину такую? Вот поэтому, раз интересов там много и так далее, прочее, но сегодня золото там 4000 тонн грамм, да? А в 90-м году сколько было? 200 рублей. А если золото будет это завтра вот столько стоит, а что делать будет вся эта станция-то? А наша станция вот это, как компьютер, взял, выключил, повез контейнер, пришел, аккумулятор установил от УАЗика, завел и все, и работает.